Здравствуйте, дорогие зрители! Мы рады вновь приветствовать вас на наших видеоуроках кыргызского языка. На прошлом занятии мы с вами говорили о количественных и порядковых числительных. Сегодня мы продолжаем разговор, и я хочу познакомить вас с образованием собирательных и дробных числительных кыргызского языка. Собирательные числительные образуются от количественных числительных при помощи окончаний «о», «ө», если количественные числительные заканчиваются на согласную. Например, «üç» – 3, «üçü» – трое, «beş» – 5, «beşü» – пятеро. Если же основа количественного числительного заканчивается на гласную, то эта гласная перед окончанием «о», «ө» выпадает. Например, «эки», «экö», 2, двое, «алты», 6, «алто», шестеро. В собирательном значении числительные употребляются только до 7, «жетö», семеро. Выше уже употребляется сочетание числительного с существительным. «Сегиз киши» – 8 человек, «тогуз киши» – 9 человек. Дробные числительные в кыргызском языке читаются так. Сначала называют знаменатель в исходном падеже, а затем числитель в именительном падеже. Например, «төрттөн үч» – 3 четвертых. Аналогично читаются десятичные дроби. Сначала называется целая часть, и потом количество десятых. Например, «эки бүтүн ондон алты» – 2,6. Бүтүн целая, ондон десятая. Склонение количественных и порядковых числительных в кыргызском языке подчиняются тому же правилу, что и склонение существительных. Числительные склоняются по падежам только в том случае, если они являются самостоятельной единицей, а не являются определением к существительному. Например, «мен бешке келем» – «я подойду к 5». Числительное «бешке» является самостоятельным членом предложения и стоит в дательном падеже. В предложении «мен беш окучуга телефон чалам» в дательном падеже стоит слово «окучуга», а «беш» остается неизменным. При склонении сочетания числительное плюс существительное по падежам изменяется только существительное. Числительное остается неизменным. Например, «беш кыз» – 5 девочек, «беш кыздан» – от 5 девочек, «беш кызга» – 5 девочкам. При склонении составного числительного по падежам изменяется только последняя его часть. Например, «отуз алты» – 36, «отуз алтыга» – 36, «отуз алтыдан» – из 36, «отуз алтыны» – 36. А теперь поупражняемся. Назовите, пожалуйста, по-кыргызски следующие числа: 38, 456, 3461, 105 693, 9885, 5 миллионов 237 426. На этом мы завершаем наш видеоурок. Материалы для урока были взяты из учебника Гульмиры Дюшеевой «Кылым карыткан тил». С вами была Гульнара Намазбекова. До новых встреч!